Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кызжибек Кеңешбековна. Сегодня у нас урок по развитию речи, а тема – фрукты. А на занятию к нам поспешили смешарики и принесли с собой много интересных заданий, которыми, я думаю, обязательно справимся. Лосяш для вас приготовил загадку. Круглая, румяная, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки. Правильно, это яблоко. А теперь следующее. Для начинки пирога подойдет нам курага. А какой душистый плод людям курагу дает? А ну-ка подумаем. Правильно, это абрикос. Он зараживает кожей, что на солнышко похоже, а под кожурою дольки посчитаем сколько. Дольку каждому дадим, все по долечке сидим. А ну-ка, это апельсин. Это круглый плод большой, с яркой красной кожурой. В южных странах он растет, сок рубиновый дает. Ну, это гранат. Молодцы, ребята. А теперь следующая загадка. Отгадай мою загадку. Плод душистый, мягкий, сладкий, чуть изогнутый на вид, с желтой кожурой покрыт. Лакомство для обезьян? Мы зовем его банан. А теперь лосяш спрашивает одним словом все отгадки. Что это все? Правильно, это фрукты. А вот и совунья. Ей интересно, где растут фрукты. Подумаем, ребята. Правильно, фрукты растут на деревьях. Повторите, ребята. Как называются деревья, на которых растут фрукты? Это фруктовые деревья. Где растут фруктовые деревья? Правильно, фрукты, деревья растут в саду. Отлично. А теперь веселая, неунывающая Нюша. Она забыла, как называются деревья, на которых растут фрукты. Давайте поможем ей. Яблони растут на яблоне. Правильно, ребята. Груши растут на груши. Сливы растут на сливе. А где же растут бананы? Правильно, бананы растут на пальме. Молодцы! Краш, ребята, предлагает вам составить приложение по образцу. Он рассказывает, что собрали много яблок. Говорит, мы в саду собрали много яблок. Составьте такие же предложения. Груша, слива, лимон, апельсин, абрикос, мандарин и банан. Вы составили предложение, так? Мы в саду собрали много груш. Мы в саду собрали много слив. Молодцы, ребята, вы все молодцы. Узнали Каркарыча? Он предлагает сыграть вам игру. Какие фрукты я люблю? А знаете, что любит Каркарыч? Вот что он любит. Я люблю яблоко. Оно вкусное, кислое, сладкое, полезное, хрустящее, аппетитное, ароматное. А какой фрукт любишь ты? Какой он? Расскажите о своей любимой фрукте. Подберите как можно больше слов. Сравнились? Умнички. А это, ребята, Копатыч. Он задумался, как же можно хранить фрукты. Посмотрите на картинку, подсказки. Они вам помогут ответить на этот вопрос. Посмотрите банку с вареньем. Значит, фрукты можно варить. Яблоко в кусочке льда. Значит, фрукт можно заморозить. А это изюм. Значит, фрукт можно сушить. А что можно готовить из фруктов? Попробуйте продолжить предложение по образцу.
Копатыч говорит, из яблок можно приготовить пирог, варенье, джем, желе, компот, пастиллу. Продолжите следующее предложение. А сейчас, ребята, Ёж приготовит для вас самое трудное задание. Нужно составить рассказ о своем любимом фрукте по плану. Обратите внимание на схему, представленной в виде картины. Нужно сначала сказать, что это, какой цвет, форма, какой на вкус, где растет, какой на ощупь и что же можно из него приготовить. А Ёж приготовила персика. Это персик нежно-розового цвета, круглой формы. На вкус персик сладкий, сочный. Растет персик на персиковом дереве в саду. На ощупь бархатистый, мягкий. Из персика можно приготовить персиковое варенье, сделать компот, варить персиковый джем. Вот такой рассказ. Я желаю вам удачи!